Burada başlandı mı? Hayırlı gün dostlar, hayırlı gün teatr sevişi dostlarımız. Bugün indi mine Kamal Teatr аккаунтында biz birgelep işimiz vokal boyunca açık ders beremiz. Hem indi әлеге açık dersini bizning teatrımızның сылукайы, birinчиден Bulgar kızları triosunun жетекчisi, халыкара конкурслары лауреаты Ойгүл Зайнуллина, талантлы концертмейстер, музыкант, hem indi vokal boyunca bizning teatrımızның педагогы ул. Hem indi teatrımızның матур актрисасы Гүзәл Гүлвердиева, hem indi мен Ришат Ахмадуллин. Hayırlı gün dostlar. Білесізме достар, bir нюанс бар. Vokal terminologиясы ул русча, шуңа күрә инде русча алып барсак әлеге дәресне сез безне ачуланмагыз достар. Нәрсә әгәр башлыйбызмы? Аларга тапшырып. Hayırlı gün достlar. Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики, коллеги. Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы проведем открытый урок по вокалу с Гузель, с Ришатом. Распоемся, исполним несколько произведений, романсов, песен и позанимаемся вокалом. Начнем мы... Волнительно. Да, нужно сказать, что сегодня у нас такой первый опыт открытого урока онлайн. Мы волнуемся немножко, но будем стараться. И начнем мы наше занятие с распевки, с разогрева связок. Первая распевка у нас будет на немой звук. Мы помычим. Прежде чем начнем, хочу сказать, что дышать мы должны носиком, да, потому что для вокалистов важно, самое главное, это дыхание, вокальное дыхание и правильное дыхание. Поэтому я всегда прошу своих учеников дышать носиком, то есть глубокое дыхание брюшное должно быть, так как когда дышишь ртом, все-таки идет воздух, поток воздуха на связки, связки сушатся. Ну, в любом случае, мы всегда не можем дышать носиком во время исполнения, но хотя бы на распевках я всегда прошу дышать носиком. Поехали. Вообще я занимаюсь по системе Сета-Рикса. Это такая система пения в речевой позиции. Очень интересно, рекомендую всем, кто хочет заниматься вокалом, кто занимается уже вокалом. В интернете очень много информации про эту систему. Ну и вообще я все-таки больше благоволю к западноевропейской, к западной системе вокала. Вот. И сейчас мы несколько распевок проведем именно по системе Сета-Рикса. Не забываем дышать, да? Так, все свободно. Остановлюсь на минутку. Плюсы в этой системе такие, что, вот, например, у девушек есть разделение
резонаторов. Есть грудные резонаторы, есть головные резонаторы. Также у мужчин есть тоже также грудные резонаторы и фальцет. И эта система, она сглаживает вот этот переход между грудными и головными резонаторами. И человек, ну то есть вокалист начинает плавно переходить на головные резонаторы, диапазон расширяется, и ну, более вокал, конечно, намного грамотнее становится и лучше. Вот, поэтому мы сейчас будем распеваться высоко и как раз послушаем вот эти переходы на фальцет, на головные резонаторы. И с вами дышать. От фа малой октавы до третьей октавы. Так что вот такая у нас классная есть система. Ну что ж, продолжаем. Попробуем такую распевку. Задача такая. На немой звук мы находим место. И сюда же поем. Ми-уи. Стараемся, да, в одном местечке. Ми-уи. Подача вперед, милый, 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 охватить мы не будем обратно петь. Следующая распевка. А вот эта распевка, которую мы пели до этого, она поется на одном дыхании? Ну, можно и на одном, не обязательно на одном. То есть каждому как удобно, так и поется. Следующая распевка. Так как мы только вот уже начали разогревать связки, на немой звук. Открываем и потом на я. Косточки размыкаем. У нас челюсть свободная, да? Ничего не зажимаем, гортань вниз. Потому что когда гортань задирается у вокалистов, звук задирается, таким образом напрягаются связки, и голос устает сильно. Поэтому следим, пожалуйста, за тем, чтобы на я у нас косточки размыкались. В небе чувствуем точный звук и гортань опускаем. Как при зевке. Когда мы зеваем, у нас полностью освобождается гортань, и вот это самое правильное ощущение должно быть. Поехали.
Давайте повыше нажать. И мой звук сюда, и сюда же. Да, еще хочу сказать, что должна быть обязательно внутренняя улыбка. То есть при вдохе, когда мы берем дыхание носиком, внутренние мышцы обязательно должны внутреннюю улыбку сделать. Нет, да, звук такой получается слишком собранный, такой жалующийся, а так у нас получается светлее звук. При вдохе поднимаем мышцы, хорошо? Поехали. И форсируем. Да, и задача обязательно дыхательная, да? Так скажем, как дыхательные крылышки, обволакиваем звук дыханием обязательно. Так как вы все-таки актеры, вы играете на сцене, без подзвучки, поете, да, обязательно должна быть подача звука вперед, в зал, то есть чем дальше, тем лучше. То есть мы должны не петь себе под нос, а все время полет звука должен быть вперед. Хорошо? Но не за счет того, что вы на связке напираете, да, а за счет дыхания, за счет погружения на дыхание, да. То есть задача у нас дыхательно мы вниз, да, то есть погружаем звук, а сам звук мы направляем вперед, в зал, зрителю. Поехали. В татарском языке буква «и», она произносится, ну, как бы так прижата, «и». И часто, когда на татарском языке ребята поют, есть такая тенденция немножко прижимать букву «и». Вот как раз мы всегда над этим работаем, что не стоит так ее «и» прижимать, немножко должна быть буква между «и» и «ы». Ну, то есть не «и», а «э» буква, да. То есть в татарском языке есть такие очень неудобные буквы для вокала. Вот эти все, они провоцируют немножко зажимать, прижимать звук. Но мы над этим работаем всегда, мы стараемся на это обращать внимание. И здесь же в этой распевке тоже сразу стараться нужно не прижимать эту буковку. То есть не мой звук взяли, сюда же и сюда же через я на а, да. Вот. Ну давайте продолжим. Ну вот мы такие распевки занимаемся, да. Так, ну давайте классическую распевку сейчас. Вот я хочу сказать, что в театре Камала на самом деле очень много интересных спектаклей, которых музыкальная часть неотъемлемая, это часть спектаклей. Есть классические спектакли, есть более современные, и как раз таки мы используем разный вокал, то есть я распеваю перед каждым спектаклем по определенной системе. Если это Зенгершель, то мы распеваемся более классически с ребятами.
Если же это, например, этеш, менгячи тенге, там более джазовые, да, более современные уже мелодии, композиции, там мы распеваемся более джазовой распевкой. То есть у меня тоже есть как-то своя система, потому что ну, настрой обязательно нужен, обязательно для исполнения музыкальных произведений. Да, но мы сейчас поем более классическую распевку. То же самое, не и, да, не и, а и, то есть там внутри нужно ощущать какой-то все равно объем, не прижимать, да, и тоже свободная гортань, все свободно, не зажимаемся. Вокал это вообще свобода, то есть если где-то идет зажатие, если здесь зажимается больно, если здесь больно, то есть это уже говорит о том, что что-то неправильно делает вокалист, то есть тут нужен обязательно контроль. И я после размыкаю и свободу полная. Но не значит, что безалаберно должен звук быть, да, не такой абсолютно. То есть точность, она идет за счет дыхания и за счет ощущения в небе этого звука. Ну и вообще я всегда прошу близкий звук, тембристы, то есть я против того, когда убивают полностью тембр вокалиста, не знаю, ну неважно, да, природный тембр, да, начинает как-то вот искусственный звук создавать, да, округлять или что-то. Или сейчас такая тенденция вообще современная, даже вот на конкурсе я вот сижу в жюри, часто очень дети голосисты, но они орут, ну вот просто орут откровенно, то есть показывают голос, что вот у меня есть голос. К сожалению, забывая о том, что есть еще помимо голоса музыка, вот мы, конечно, над этим всегда работаем, потому что именно исполнение, музыка, то, что композитор написал, он же не написал это голые ноты, есть какой-то смысл, да, смысловая нагрузка. Ну и в любом случае должна быть фразировка, должно быть интонирование, да, чистое, но никак не только вот голос, поэтому обязательно нужно работать над этим. Ну, поехали. Я-ха-ха, животиком, да, выталкиваем. Позиционно удерживаем. Ничего не отпускаем. Все высоко. То есть наша задача, когда мы внизу поем, ни в коем случае не опускать, да, позиционно. Обязательно удерживать, как будто бы мы не а удерживаем. Высокая позиция. Обязательно. Так. Но я думаю, что интереснее зрителю будут, наверное, какие-то современные, более джазовые распевки. Давайте мы их тоже сегодня попоем. Такую, например. Актер очень любит эту распевку. Сразу начинает пританцовывать. Да, здесь задача такая. Здесь немножко звук приоткрывается, то есть не просто stay the day, а именно stay the day. То есть мы стараемся приблизить согласны, к зубам. Обязательно, да, согласны. И чуть-чуть прям приблизить больше к зубам звук. Stay the day. Ну и, конечно, пружинистый дыхательный, да? Поехали. Stay the day. Чуть-чуть свинговать. Ну, кто-то, наверное, знает, что такое свинговать. То есть джазовый такой термин. Там как будто бы получается внутри триольки. Та-та-та-та-та-та-та-та. Stay the day. Все время немножко такая пружинка получается. То есть мы не поем просто stay the day, а стараемся прям кайфовать, так скажем, да? Поехали. Stay the day. Stay the day. Еще более стройно.
Ошибка ваша, знаете какая? Дей, дей, дей. Вы верхний голос, верхнюю ноту вот это, вы ее выкрикиваете, а ей надо, да? Дей, 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 капнуть дыхание, да? А вы ее просто выкрикиваете, она у вас такая, да? Попробуйте соединить. Stay, day, 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 да? Чуть-чуть капнуть дыханием, поехали. Stay, day, 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 day. Вот. Stay, day, 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 day. Stay, day, 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 day. Еще кайфуем. Stay, day, 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 day. Свободнее. Stay, day, 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 day. Хорошо. Stay, day, 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 day. Stay, day, 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 day. Stay, day, 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 day. Так, переходите все-таки на такой простой. Чуть-чуть все-таки вот вкусности не хватает. Stay, stay, не stay, да, не простой пока. Stay, немножко даже, я бы сказала, как будто бы на выдохе. Не таким прямым звуком, да, вот. Stay, stay, чуть-чуть вибрацию даже можно добавить. Давайте. Stay, day, 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 day. Вот, именно эта манера. Stay, day, 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 day. Хорошо. Stay, day, 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 day. Вот. Stay, day, 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 day. Stay, day, 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 day. Да, вот, сейчас поймали. Я звонар война войной, а распевка по плану. Конечно. Так, и теперь еще одну распевку интересную джазовую, очень интересная система вокальной Крымовой. Поинтересуйтесь, в интернете тоже очень много информации. У нее классные распевки, настолько раскрепощающий голос, освобождающий. Ну, в общем, интересно. Кому будет интересно, посмотрите. Такие, значит. Да, здесь немножко такая идет тоже джазовая манера, не немножко, а это джазовая распевка на выдохе, то есть дыхание мы берем, но ощущение такое растворенного звука. Опять-таки не прямой звук, а все-таки дыхание работает, да? То есть не этим местом делаем. И получается как будто бы такой стон внутри. Нет, давайте на чу лучше закончим. Да. Ну, ищем краски такие разные. Слишком сейчас, немножко перелишек такой. Это как бы, знаешь, естественно должно быть. Вот это слишком, когда... Ну, явно, да, не нужно. То есть это должно быть более естественно. Не нужно выпирать, да. Попробуй сейчас. Отлично. И такая распевка очень красивая на звук У, который очень неудобен. Вообще буква У, она неудобна в вокале абсолютно. Но тоже такая же задача как будто бы на выдохе, но мы обязательно дышим. Да? Здесь у нас задача интонировать чистенько, да, и такой теплый звук должен быть. Как будто бы вот, бывает замороженное окошко, да, в машине, там, не знаю, дома, и как будто бы мы, да, пытаемся вот разморозить, там, посмотреть вот эту щелочку. То есть теплый такой звук должен быть. Но дыхание абсолютно работает. Или повыше.
да, мы стараемся все за зрителя. При вдохе внутренняя улыбка. На главные переходить, да? Ну, то есть вот этот интервал квинта, да? Ну, кто понимает, да? Неважно, этот интервал, он должен соединенный быть. А вы немножко пойдете, да? То есть разделяете. Вот поэтому это нужно сделать за счет дыхания, да? Прям погрузить, соединить вот этими дыхательными крылышками, да, оболочку. Еще попробуем. Вот, лучше. Да. Насчет вот вибрации хочу сказать, да? То есть вот здесь чуть-чуть можно дать вибрацию. Но как бы искусственно это не нужно, заморачиваться на этом не нужно, да, но вообще вот в таких вот песнях, да, где-то вот в конце красивые ноты, чтобы были, немножко можно прибавить вибрации. Есть классические произведения, где вибрацию наоборот нужно, да, прибирать, то есть где-то она вообще неуместна. А здесь как раз таки можно, чтобы трепетность была. Еще несколько раз. Прям тепло ощущаем. Распевка. Илюсовые такие. Илюсовые. А, вот там. Да. Привет, привет. Илюсовые передавайте. Так, продолжаем. Следующая распевка у нас будет на дикцию, да? Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей. Согласные, твердые, четкие, да? Пробуем, да? Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тей. Стараемся прям вот удержать, да? Близенько все. Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тапа-тей. Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тапа-тей. Да, то есть здесь немножко задача другая. То есть мы там более лирические пели, да, распевки, соединяли звук. Здесь немножко пружинность должна быть. Стапа-тапа-тей, как бы каждую ноточку немножко пружиним. Стапа-тапа-тей. Держим дыхание, да, но в то же время, чтобы не было возни, не возите. Не стапа-тапа-тей, а стапа-тапа-тей. Как пружинку удерживаем. Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тапа-тей. Хорошо. Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тапа-тей. 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 Стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тей, стапа-тапа-тапа-тапа-тей.
стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей, стаба-даба-дей. Да? Объемный звук. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Прижимаем. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Стаба-даба-дей, стаба-даба-дей, стаба-даба-даба-даба-дей. Ну, я думаю, что всем понятно, что в этой распевке нужно сделать. Продолжаем. Не устали? Нет. Еще пару распевок споем? Да. Давайте, может быть, на дыханием немножко поработаем распевку, да? То есть задача у нас вдохнуть, да? Буквы С. Да? Дыхательно чувствуем, выталкиваем. И потом сюда. Да? Погружаем. Здесь у нас все свободно. На А гортань опускаем, да? Потом у нас буковки будут гласные и О, У. То есть полная свобода. Попробуем. Дыши, выталкиваем. Косточки размыкаем, гортань опускаем, но чувствуем зуб, ну вот как раз таки звук мы чувствуем, да, вот здесь вот поближе, да, во-первых, небо и сюда, чтобы подача была хорошая. Да, опять-таки же напомню, чтобы вот не было прижатого звука и, немножко между и, да, и, такой звук получается не и, а и, да. Еще можно немножко расширить. Ну вот и так далее. Вот такая распевка тоже очень полезна для дыхания и чтобы здесь вот все у нас правильно работало. Но нужно сказать еще, друзья, был огромнейший перерыв у нас в занятиях по вокалу, потому что сколько уже мы сидим на самоизоляции, ну то есть у нас, к сожалению, вот такая ситуация, но мы все-таки не отчаиваемся и онлайн-концерты делаем и стараемся все-таки... Скоро, Гузель, твоя очередь. Да, кстати, вот у Через неделю. Через неделю будет у нас вместе онлайн-концерт, так что присоединяйтесь. Ну вот, но поэтому на самом деле занятия вокалом должны быть обязательно стабильные, вот, потому что, ну, вокал это так же, как и спортсмены, то есть если они не будут заниматься недельку, там, две, форма теряется, так же, как и у нас, вот я тоже и пианистка, если не заниматься, то форма тоже теряется, у вокалиста то же самое, то есть вокал это тоже обязательно стабильное занятие. Уже сидели. Да. Ну давайте еще вот две распевки споем и уже будем работать над произведением. Предлагаю такую распевку, вот, может быть, на 3 голоса, да? Попробуем? Так, у меня какой верх? Да, я сейчас тебе дам. Ну, для чего мы это делаем? Чтобы был навык тоже строить голоса. То есть актеры поют не только соло, они поют и хором, они поют и в ансамбле, дуэтами, то есть разные есть абсолютно исполнения в разных составах, поэтому всегда проводим распевки вот, многоголосия, то есть мы и гамму поем несколько голосов и всегда строим аккорды. Вот сейчас мы попробуем тоже построить многоголосие. Задачи такие, во-первых, мы дышим обязательно, да, распределяем все слоги ма, ме, ми, мо, му,
на дыхании, то есть надо должно дыхание хватить обязательно. То есть не так, что мы взяли и сразу же на масс-лог все выдали, да, дыхание. Обязательно надо распределить на вот эти все 6 слогов, так скажем, да, гласно. Задача вторая — это друг друга слушать, умение строить голоса, да, то есть не так, что каждый за свою ноту, а именно слышать общее звучание, обертоны, да, и обязательно подача звука вперед, да, туда, 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 и слитное пение. Да, правильно? Как будто бы буковки «м» вообще нет, она такая вот, ну, как бы переходящая, но как будто бы у нас только гласная, да, как будто бы мы вообще не останавливаем движение. Дальше. Да. Ну и последнюю распевку из системы Сетерикса на бррр, длинный арпеджио. Пониже, да? То есть у нас получается очень в этой распевке мы можем с низких нот до высоких. Направить не затылок, да, верхушки, а именно сюда-сюда, прям через вот эти пазухи. Хорошо. Распелись. Hürmetli dostlar, театр сөйші достарыбыз, біз әлі генә инде менә шушы распевка өлешен тамамладык. Достар, кем әле генә кушылды, шуңа күрә тагын бер кат искәртеп китәм. Безнең әлеге вакытта Камал театр аккаунтында вокал буенча ачык дәрес уза, һәм инде әлеге ачык дәресне безнең театрыбызның талантлы музыканты, Болгар кызлары триосының җитәкчесе, халыкара конкурслары лауреаты Айгөл Зайнуллина алып бара, һәм инде әлеге ачык дәресне үткәрергә булышабыз без театр артистлары Гүзәл Гөлвердиева һәм мин Ришат Ахмадуллин. Шул. Дәвам итәбезме? Сейчас мы к произведениям, да, придем? Давайте, да. Перейдем к произведению. Но с чего начнем? С классики, наверное, да? Уважаемый педагог, с чего скажешь, давай начнем. Ну давайте, я думаю, и зрителям тоже будет интересно.
Дуэтный жырлыйбыз. Біздің бір яратқан дуэтіміз бар. Зәңгәр шәлдән Булат һәм Мәйсәрә дуэты біз аны бик яратабыз. Визитная карта. Ул шундый җиңел. Ул шундый җиңел әйе. О, сейчас. Мин уже сахнага чыккан кебек булдым. Уф. Так, неплохо в целом, да? Не понравилось то, что все-таки, опять-таки, бросил, отдельно, да, во второй фразе, бросил, вот когда ты дыхание, ты вроде бы там даже и дыхание не берешь, но как-то вот отделяешь и бросаешь маленькую фразку, да, и все-таки буква И. И, да, не прижимать. И сразу поведи, пожалуйста, по фразе. Немножко застреваешь, то есть получается, что я тебя веду, концертмейстер, а ты все-таки, когда с оркестром поешь, это совсем другой, да, там, то есть уже столько человек, если ты будешь назад тянуть, то оркестр вместе с тобой назад тоже уйдет. Поэтому ты все-таки солист, и ты должен сам, так скажем, фразировать. Да? Хорошо, попробуем. Ни в коем случае. Перед абау обязательно взять дыхание, потому что, ну, как бы в середине мысли нельзя дыхание брать. Нет, не то, что прийти, ты глотаешь жаль, не слышно. И потом обязательно, ну как бы оркестр, да, добирает там маленький проигрыш, но все-таки передача должна быть, да? Давай вот это. Не сажай, позиционно удерживаем. Чуть-чуть, видишь, прям даже физически туда делаешь. Вывести сюда. Вот прям вот сюда к носику. Давай еще раз. Чуть-чуть немножко подсаживаешь звук. Застряла уже, все, на первом слоге К, ты уже застряла. К, и все, и жизни дальше нет уже у твоей мелодии. Ты как нәрселер мында застряла, и дальше уже... Волнение Гузель, у меня то же самое. Ну да. Ну, постараться, да, во-первых, Нормально все будет. заранее взять дыхание носиком, да, и прочувствовать, и положить вот эту первый слог К, да, К, обязательно К, зацепиться за согласного. И ни в коем случае на нее не сесть, да, вот К и все, как будто ничего нет. Сразу. То есть первая ноточка у тебя дает жизнь, второй и пошла. Ну, то есть то же самое решение, да? То есть не садитесь на каждую долю. Это просто погибель будет и вам, и оркестру, и вообще музыке. То есть всегда вы должны думать, что у вас впереди, фразировать вперед. Главная мысль, то есть в музыке всегда есть адрес, куда стремитесь, да, вы.
То есть вот, когда письмо мы пишем, адресат есть, куда мы, также в музыке, также фраза, она куда-то должна идти. То есть ни в коем случае на первые ноты не садимся на каждую долю. Поехали. Сразу поведи, полетно. Вот зрителям дари свое исполнение. Поехали. По фразировке мне, в принципе, понравилось хорошо. Немножко подустали, конечно, чувствуется, потому что большой перерыв был и сразу нагрузка. Вот, ну ничего, сейчас мы еще вот немножко позанимаемся. Смотри, все хорошо на да, вот получается ноточка у тебя, да, соединяешь две ноточки, чем выше, тем ниже гортань. Освободить просто. Ничего, затылок отправил. Да, и назад отправила. Верни. Ну вот сама чувствуешь, да, сама чувствуешь. Нет, штем, да? Да, и прям сюда. Возвращайся. И, пожалуйста, не вот так к спеть, а как будто бы внутри, ну, погрузиться, как будто, ну, не могу сказать, что прям простонать, да, но ощущение Да, вот это должно быть. А ты к делаешь. То есть ты бьешь звук. Ни в коем случае этого делать не надо. Погрузила и повела сразу. Давай. С любовью. Еще дыхание себе помоги. Крылышки дыхательные. Еще погрузи. Что-то душа. Я вам не верю. Забыли о вокале. Да, мы работаем над вокалом, но в исполнении это ваша кухня, это наша внутренняя кухня. Зритель не должен слышать это, то есть видеть это. Нужно отдаться, да, исполнению. Сейчас мы реально думаем о вокале. Нет, не надо. То есть, ну понятно, что внутри вы должны это все делать, да, над чем мы работаем, но хочется вам верить, вашей любви. Пожалуйста, с любовью, да? Вообще, я вот всегда говорю... С любовью надо петь. Да. Так надо было скучать по мне, чтобы я... Не скучали, душа, я вообще по всем соскучилась. Вот, то есть всегда нужно к музыке относиться с любовью. И обязательно, что и вокалисты, что и инструменталисты, если ты с любовью поешь, если ты с любовью играешь, обязательно будет отдача от музыки, от инструмента, от голоса, да, поэтому включаем эмоции. Давайте. Потом напоминаю, да, не си, а си, Да. не сильная. И потом еще есть такая тенденция, выход из длинной ноты, да, мы же говорим об этом часто, что если, например, тянется нота, да, и выход из нее всегда мягче, обязательно. Начало фразы, конец фразы и выход из длинных нот всегда очень нужно внимательно к этому относиться. Нельзя дубасить, да, вот выход из длинных нот, то есть обязательно последите над этим. Поехали. С любовью. Сейчас выход из длинной нотки. Аккуратно. Сейчас
Нет, ужаса нет. Достар, хәзер сез беләсез, без әлеге җырларда җырлаганда гомумән күпме әйбер истә тотарга тиеш. На самом деле, это очень непростая музыка для исполнения, то есть требует хороших вокальных навыков, вообще данных, то есть умения владеть своим голосом, потому что тесситура очень такая... Это неудобная песня, да, да. неудобная просто. То есть здесь есть над чем работать, здесь есть трудности, вот поэтому мы стараемся, занимаемся. Что, поем? Ну что, Шанам, споем? Ой. Да. Хотели еще исполнить для вас романс Руслана Яхина. Нет, тебе нужно? Я подсмотрю. Если что, там я просто второй голос не помню. Ну, мы же сегодня учим. Мы же у нас урок, Да, у нас же не концерт. Сіздің концерт түгіл? Да, Конечно. поэтому мы работаем как раз на второй голос. Ты здесь? А нет, уже не Ага, пою. да. Ну, то есть второй голос, так как ты мужчина, у тебя мужской голос, первый голос поет Гузель, старайся прямо вот подстраиваться под нее мягко, второй голос. Иначе ты будешь ее приглушать и будет некрасиво звучать. Хорошо. Күйінгенен қоярыз. Сейчас, Гузель, постарайся, пожалуйста, вот над чем мы сейчас работали до исполнения этого романса, то есть сейчас в дуэте, да, что делали, то есть фразировка, дыхание, Не да? пережимать. Не прижимать, те буковки, над которыми, да, мы работали, говорим на эту тему. Я люблю это делать. Да. Ну, и, конечно же, не забывайте о музыке, потому что если погрузиться только в вокал, да, вот ой, мне то надо, можно забыть о музыке, и это будет впустую. Так как вот я считаю, что, честно говоря, много есть исполнителей, которые имеют прекрасные голоса от природы, ну неважно, там, наученные, обученные. Они, да, имеют голос, но нет в их исполнении души, нет музыкальности, и порой они забывают вообще о музыке. А ведь композитор для чего-то это написал. Он этим произведением хотел что-то сказать. То есть музыкальная мысль и вообще музыкальность это в первую очередь должно быть. Поэтому не закапывайтесь вот только в вокал, как там ноты построить. Освободитесь, от души пойте друг другу, да? То есть мы должны вам поверить, что вы верите, что вы, так скажем... Яра, хазер, баркит маннан. Йо, это так будет. Барабыз, урман, таулар, айыра. Ну давайте. Мой любимый композитор. Сейчас попробуем. Последний шаг. Потом еще выйдем. Наверное, не успеет послушать. Заново зайти. Да, вы выйдете заново. Сейчас. Нет, мне кажется, успеем, если что, сейчас вот один раз поем. Рано отдохнула. Куда? За километр отдохнула. Вот ты смотри, я еще играю, и все, твое дыхание закончилось. И ты берешь... Мәзірлендім. Достар, инде тукталганбыз икән. Безнең 1 сәгать вакыт узды. Шуңа күрә әлеге матур көйне үзмәс өчен, шуңа күрә без әлегә тукталабыз да, яңадан керәбез дә. Сез дә яңадан безнең Камал театры аккаунтына кушылыгыз. Көтеп калабыз сезне, достар. Әйе. Сүндерәбез әлегә. Әйе. Как ты нажимала завершить видео, да?